До северных районов Усть-Цильмы, Ижмы, Воркуты новая социально значимая литература доходит лишь раз в году. У библиотек нет возможности приезжать за литературой чаще. Дорого. Об этом заявлено в рамках круглого стола, который прошел в Общественной палате Коми. Проблему доступности предложено решить через торговлю в библиотеках. Такой опыт уже был опробован, но оказался дорогостоящим и неэффективным. Оптимальный выход – развивать систему онлайн-заказов. Также с распространением новых изданий могли бы помочь и предприниматели развести в своих торговых точках стойки с литературой. Те проблемы, которые у нас есть, мне кажется, что они больше лежат в области продажи этих книг и доступности для населения тех книг, которые выпускаются сегодня издательствами республики. Потому что не секрет, да, что в принципе книжная сеть в республике Коми слабо представлена. Да, в городах Сыктывкар, Ухта, то есть в крупных городах республики книжные магазины присутствуют, но при этом в маленьких населенных пунктах практически невозможно купить те книги, которые выпускаются на сегодняшний день в республике. Как отметил заместитель начальника управления массовых коммуникаций администрации главы Евгений Зеленский, финансовая поддержка издания социально значимой литературы в Коми сохраняется на уровне 7 миллионов рублей. И это несмотря на сложности в экономике. Всего за прошлый год издано 99 наименований. По результатам исследований наибольшей популярностью пользуются работы Елены Габовой, а также популярная история Республики Коми и удивительная Республика Коми. Опрошенным не хватает детских книг, коми-сказок и самоучителей коми-языка. Книги для детей нужны всегда. Мы ездим по районам, и все говорят, что не хватает книг. У нас есть проект «Живое слово», куда мы внесли 400 книг для детей в электронном формате. Их также можно слушать в аудиоформате. Есть и сборник электронных текстов в интернете, но почему-то там их пока мало читают. По мнению общественников, стоит задуматься и над госзаказом. Сейчас среди контрагентов только Министерство культуры и Министерство образования. Тем временем обеспечивать новыми книгами необходимы и соцучреждения, например, дома престарелых. А значит, надо включаться в эту работу и Минсоцтруду, а также и другим ведомствам, например, службе исполнения наказаний.